Смотр строя и песни в 9-й Гамузиевской школе открывают самые юные учащиеся. Под одним из символов победы, песню «Катюша», первоклашки проходят строем. До солдатской выправки детям далеко, но они стараются чеканить шаг. После уже строем проходят дети постарше. Вместе с возрастом учащихся меняется и песня, которые они поют. На подготовку к параду у детей ушло несколько месяцев. Это очень значимый праздник для нашей страны. Этим парадом мы выражаем благодарность своим предкам, которые сражались за мирное небо над нашей головой. И мы каждый год очень с трепетом ждем и относимся к этому празднику. Это военно-историческое мероприятие, на котором мы, как правило, чтим память людей, которые положили свою жизнь во время Второй мировой войны, даже по совместительству Великой Отечественной. Как правило, у нас репетиции проходят достаточно такой долгий промежуток времени, то есть на протяжении полугода и более. Атмосфера во дворе школы полностью соответствует дате – Дню Победы. Военную тематику здесь можно увидеть во всем, начиная от одежды детей, заканчивая оформлением площадки и разрисованными окнами. Небольшой парад Победы, а заодно смотр строя и песни принимает Аслан Асканов, полковник казачества. Дикдиан маршировка живождено, кок дион, что добавить без что. Хитрешь что дион. Да, сабарт болбей, диария скалшон дион. Оценивают маршировку и творческие способности школьников ветераны боевых действий Афганистана. Наблюдала за парадом и Алла Мальсагова, дочь участника Великой Отечественной Тугана Мальсагова, имя которого носит школа. Вы дали старшему поколению вспомнить те теплые дни, когда наша вся страна праздновала День Победы. Это была великая победа великих людей, великих строителей своей необъятной страны России, великой России. Ребята, я сегодня рада, что я присутствую. Без волнения не могу говорить, потому что настолько вы красиво выглядите, настолько вы красиво промаршировали, слов нет. Спасибо вам. За память спасибо. В этом конкурсе нет победителей и проигравших. Важно, что мероприятие учит детей не забывать своих героев и то, какой ценой нашей стране досталась Великая Победа. Для учащихся это возможность просто сказать спасибо ветеранам за мирное время. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.